Сегодня 25 марта 2021 года. Я нахожусь около этого замечательного родника в сельском поселении Лозунг. Ежегодно 13 апреля мы каким-то образом собирались около этого рудника, либо чуть-чуть раньше, либо чуть-чуть позже. Рудника, либо родника. И вспоминали, что у нашего замечательного человека с бородой, человека с математическими знаниями, день рождения. Вот 13 апреля чертова дюжина, 13, ну вот это его любимое число. Но как-то, видимо, мир так устроен, наша жизнь, что следующий 22 год, 23 год и так далее, дай Бог ему многих лет жизни. Я вот буду его ждать 13 апреля каждый год около этого родника. Так что я думаю, что он будет откладывать свои какие-то деньги и переезжать на свой день рождения вот к этому роднику. Так что мы тебя ждем, Константин Викторович, с этим родником. Так, ты что-то меня рано куда-то отправил. Ну ты так, же уезжаешь в Анапу. Этот родник для меня является родной ассоциацией с тем родником, который был в поселке Комсомольск на Печоре, который был на Голубом Дунае. Руслан Валерьевич, возьмите камеру. В 2020 год. Это два зеркала. То, что в небесах, отражается то, что на земле, и наоборот. 23 марта исполнилось 50 лет со дня проведения мирных ядерных взрывов в районе поселка Якша. Жители Троицко-Печорского района получили определенную дозу радиации. В этом году, в октябре, исполнится 50 лет, как я по рекомендации Виктора Ефимовича Боготина, своего отца, ежедневно принимал с целью профилактики, с целью не получить белокровия, по 25 грамм пятизвездочного армянского коньяка. Константин Викторович, а на сегодня вы лечитесь от этого... Я лечусь сегодня лозунской водой. Я не лечусь, это профилактика. Профилактика. Так, лечение, это есть терапия, это помощь организму. И для того, чтобы быстрые нейтроны из организма, необходимо было употреблять производные C2H5OH. Я Виктору Ефимовичу помогал сдавать медицинские отчеты. И в них мне пришлось писать то, что он мне диктовал. Либо смерть наступала в результате остросердечной недостаточности, либо почечная недостаточность, либо стенокардия, либо. Но на самом деле диагноз, который должен был быть, вы его не писали. Его не писали. Получилось, что в октябре была проведена определенная работа с медицинскими работниками района, и этот диагноз писать было нельзя. Была подписка о неразглашении государственной тайны. Ну а спустя столь много лет ваше отношение к этому поменялось? Надо было все-таки правду писать? Здесь следующее, что с возрастом происходит осознание тех или иных поступков. Я прошу прощения у всех ушедших, что им был поставлен неправильный диагноз. Лучше поздно, чем никогда. И хотел бы, чтобы в качестве компенсации какого-то морального или физического вреда наши правители извинились перед народом Троицко-Печорского района. И в честь 65-летия Комсомольска на Печоре минимум по ящику
пятизвездочного армянского коньяка выделили в качестве компенсации, если ума не хватает на что-то другое. Ну, Ну, хорошее предложение. Спасибо. Либо, чтобы вот такие родники были дальше на нашей родине.